Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Надежда Саханская. Сегодня мы находимся совсем в непривычной обстановке. Это музей фольклора и народов республики. Почему мы оказались здесь? Для этого послужило несколько причин. Во-первых, в конце 2025 года музею было присвоено имя Аизы Петровны Решетниковой, которая сделала большой вклад в создание такого культурного учреждения. Второе, как раз-таки культура. 2026 год объявлен, опять же, главой республики годом культуры у нас в регионе. И сегодня, совершая такую не совсем обычную экскурсию, мы погрузимся в быт и культуру народов, которые проживают здесь, на территории Республики Саха, а помочь в прохождении этой экскурсии в целом по музею мне поможет непосредственно ее сотрудник Мария Ильинична Корнилова. Мария Ильинична, здравствуйте. Добрый вечер. Я хочу, наверное, начать с того, что было присвоено имя музею Аизы Петровны Решетниковой. Можно сказать, что она чуть ли не сама строила весь этот музей. Давайте, наверное, начнем с ее личности, которая все-таки повлияла на культуру в нашей республике. О дорогом нашем человеке Аизе Петровне Решетниковой, если вот так рассказать, то можно целую вечность рассказывать. Вот поэтому я скажу, что в 1989 году, благодаря ее инициативе, был создан наш музей музыки и фольклора на общественных началах. И в 1991 году наш музей получил государственный статус. И по сей день мы работаем во благо развития музыкального искусства Якутии, храним, развиваем, популяризируем, пропагандируем и продвигаем музыкальную культуру Якутии. Это благодаря нашей Аизе Петровне. И вот именно благодаря ей собрано более 14 тысяч экспонатов в нашем музее. А миссией музея, конечно же, является, как и у всех музеев, это сбор, хранение, изучение, популяризация, продвижение музыкального искусства, начиная от фольклора до профессионального музыкального искусства Якутии. Это значит, экспонатами у нас являются не только фольклорные этнографические материалы, но и мемориальные вещи тоже. Допустим, начиная от фольклора до классики. И в прошлом году вообще был такой год юбилейный. Мы отмечали 80-летие со дня рождения нашего дорогого человека. И, конечно, было запланировано очень много мероприятий, которые мы все реализовали. Мы можем похвастаться тем, что в прошлом году мы открыли для нее постоянную экспозицию. Это значит, каждый посетитель может постоянно ознакомиться с ее жизнью и творчеством. Вот эти все материалы были переданы ее детьми Алиной Владимировной Решетниковой-Осаковской и ее сыном. Вот все вещи — это подлинники, это все вещи, которыми она сама пользовалась. Ее украшения, ее сувениры, ее легендарное пианино, и многое-многое другое. Мы, конечно, все не смогли сюда разместить, больше 1000 материалов, и они хранятся, конечно, в нашем фонде. Это первое. А второе, Международный день музеев, издали книгу. Книга называется «Мечты в реальность». Это книга воспоминаний ее друзей, ее соратников о ней. Далее мы установили именную поющую скамью для нее. Это в сквере Карла Маркса, аллея певцов называется. Далее совместно с городом Южно-Сахалинск мы провели международную конференцию «Фольклор полезиатских народов». Так, Аиза Петровна является одной из этих людей, который организовал в нашей Якутии впервые международную конференцию по фольклору полезиатских народов. Вот поэтому в честь ее памяти эта конференция была проведена в городе Южно-Сахалинск. Далее, еще чем можем похвастаться, мы создали фильм, тоже называется «Мечты в реальность», так как самым главным лозунгом Аизы Петровны
Вот именно цитатные вот эти, цитата ее жизни была вот мечты в реальность. Она всегда вот говорила, надо мечтать, надо реализовывать. И она всегда вот достигала вот все то, что она планировала. Вот поэтому под этим лозунгом прошлый год у нас пронесся прямо так быстро. И в конце года, конечно, к нашей радости, наша республика, правительство поддержало нашу инициативу, и ее имя присвоено нашему музею. Мы, конечно, очень рады этому. Понятно. Причем при входе в музей сразу становится ясно, с какой целью вообще все это было сделано. Я предлагаю отправиться дальше вот по декорациям, по экспозиции. Это вот что-то вроде такой зоны рабочей, да? Где трудилась Аиза Петровна. Да. И там на столе указ. Давайте продолжим говорить про инициативу. Инициатива, конечно, у нас, вот указ стоит, инициатива у нас началась, когда в 2024 году, когда ее не стало, мы сразу вот начали вот эту работу вести, опрос населения сделали. Сперва прошли министерскую коллегию, потом республиканскую коллегию по увековечиванию имен выдающихся деятелей культуры и искусства Якутии. Ну, очень много вот этих документальных, вот этих процессов мы все это прошли, и, наконец-то, все это свершилось. И, конечно, в этом году мы сейчас переоформляем всю документацию, потому что вся документация же меняется. Имя дополняется имени Аизы Петровны Решетниковой, нашему музею, да? Вот поэтому до 24 февраля мы все это должны завершить. И в день ее рождения, 24 февраля, у нас здесь состоится открытие большой выставки, посвященной ее жизни и творчеству. Вот все те вещи, которые у нас в фондах хранятся, которые здесь не выставлены, они будут здесь стоять. Так что 24 февраля, конечно, мы вас приглашаем тоже. Хорошо, спасибо за приглашение. Я хочу, знаете, куда отправиться? В той части музея у вас есть еще необычные музыкальные инструменты, и так уж случилось, что сотрудники музея подготовили для нас небольшой музыкальный номер. Давайте посмотрим. Давайте. Хочу отметить, что если бы и было место, где оживает многовековая память народов Крайнего Севера, где можно услышать древние мелодии, увидеть уникальные инструменты и прикоснуться к таинственному миру якутского фольклора, то таким местом по праву можно назвать как раз-таки музей музыки и фольклора народов Якутии. Он существует уже более 35 лет, и коллекция артефактов здесь обширна. Она состоит из более 13 тысяч единиц хранения, и каждый предмет — это ключ к пониманию мировоззрения народов Якутии. Так что узнать Якутию можно не только через пейзажи, но и через ее голос. Визит сюда — это настоящий шанс увезти домой не сувениры, а ощущение живой традиции. Ну а пока приглашаем вас послушать традиционные мотивы из репертуара мелодистов Амгинского улуса.
Ну что, музыку мы с вами послушали, пришел черед поговорить и о музыкальных инструментах. Вообще здесь в фонде музея хранится, как мне подсказали, свыше 400 экспонатов. И я подозреваю, что все они в ходу, так что представьте, какой музыкальный репертуар может получиться благодаря тому, что вот есть всевозможные приспособления, из которых могут и сотрудники музея, да и в целом те, кто имеет отношение к национальной культуре и быту, извлекать звук. О музыкальных инструментах мы поговорим с Алиной Владимировной Решетниковой-Осаковской. Она как раз проведет нам тоже такую небольшую экскурсию по музыкальным инструментам, я подозреваю, не только народа Саха, да, и коренных малочисленных народов. Ну, Алина Владимировна, пожалуйста, с чего начать? Какой инструмент, наверное, чаще всего встречается у всех народов, которые здесь на севере проживают? На севере, которые проживают народы, они в основном занимаются оленеводством. И поэтому здесь вы видите инструмент, который называется манкарук. Манкарук – это трещотка, которая сделана из копыт оленя, костей оленя. Она извлекает вот такой звук. Она используется как ритмообразующий инструмент во время праздников. Например, есть еще такой вид трещотки манкарук. Она устроена на роге изюбра. Шумовые якутские инструменты, они у нас идут как детские погремушки, детские игрушки. Они сделаны из рога крупного рогатого скота. Туда внутрь положат камушки или бусики, или бисер. И звук получается у каждого разный. А если, например, вот мангарук, он используется для того, чтобы оленей приманить, то рог крупного рогатого скота только лишь как погремушка для маленьких детей, или ими тоже можно приманивать или, скажем, отпугивать? Подобные погремушки описаны именно как детские. То есть если мы сейчас каждую с вами потрогаем, ну не то чтобы каждую, ну вот так, чтобы создать вариативность звука, каждая звучит по-своему. Да, вот здесь лежит что-то крупное, если звук такой получается глухой. Ну, возможно, это не суть важно. Такое обилие инструментов нам нужно для того, чтобы каждый наш маленький посетитель ощутил этот звук. И почувствовал причастность и в своих руках подержал вот этот инструмент. Также у нас есть инструмент, который называется этыгыя. Это сделано современными мастерами из дерева, тогда как он описан, как будто он сделан из рога крупного рогатого скота, из старых взбивалок для сливок. Угу. Тогда делали подобные инструменты. То есть и практика как взбивания, да? Да. Угу. И тоже каждый из этих инструментов берет в руки наш маленький посетитель для того, чтобы соприкоснуться с этим звуком. А я вот хотела еще спросить, смотрите, вот, например, на этом инструменте есть такая небольшая петелька в виде конского волоса. Да. Игрушки, которые вот существовали в те времена, по какому-то антуражу, по каким-то вот таким малейшим деталям отражали, не знаю, какую-нибудь принадлежность к сословиям, возможно. Об этом ничего не написано. Это можно лишь предполагать, но неизвестно. Угу. У нас есть еще ударные инструменты. Да. Возьмите колотушки, Да. пожалуйста. Колотушки. Ага. Угу. Подобные барабаны мы сделали для наших юных посетителей, чтобы каждый из них смог извлечь вот такой звук. Это, ну, вообще это похоже, как будто лапки оленя. Почему-то создается такая ассоциация. Ритмы получаются разные. Ну, погромче, погромче. Да, можно погромче? Конечно, еще громче. Ну, и здесь у нас что, шкура крупного рогатого скота, да? Да, это все из шкуры крупного рогатого скота. Полый Полый внутри, барабан. оказывается. Ага, это как мини-версия кюпсюра.
это инструмент типа барабана. Современная версия. Еще у нас есть такой инструмент. Это называется джага. Это встряхиваемый инструмент. Возьму, да, с этой стороны. Возьмите. Вот, и это полый деревянный корпус, на котором подвески. У вас подвески Из костей. какого-то рога. Ага, у меня деревянные. Ага. Что говорит история? У каждого музыкального инструмента есть свое предназначение. Если здесь мы выяснили, что есть и манки для оленей, и игрушки для ребятишек, то такие громкие звуки нужны были тоже, наверное, для чего-то. Это инструмент был создан для ритмообразования, для танцев, для маршей, для проведения каких-либо торжественных мероприятий, открытия. Например, эсэха. Ну, то есть мы тут так с вами немножечко торжествуем в год открытия Года культуры. Бубен. А здесь вы видите маленький такой экземпляр бубна. Это имитация шаманского бубна. Возьмите, пожалуйста. Возьмите, пожалуйста. И попробуйте, как он звучит. Ну, я видела, что обычно делают так. Не знаю, насколько верно. Этот инструмент тоже специально для наших маленьких посетителей, ну и взрослых посетителей, которые бы прикоснулись бы к культуре. Этот инструмент называется кюпсюр. Кюпсюр небольшого размера. В старину такие инструменты использовались как сигнальные. На них отбивали ритмы, которые древние люди, в старину, они прекрасно знали, что они обозначают. Вот. Но сейчас знание об этих ритмах утеряно. И известно, что подобные инструменты бывали очень крупного размера. Вот эта мембрана у них состояла из сшитых шкур 3 быков, например, или там 7 быков, 9 быков. Вот. И порой такие инструменты стояли не на ножках, как здесь, да, а стояли на срубном фундаменте, и тогда резонанс был еще больше. И звуки этого кюпсюра разносились очень далеко на природе. Ну, давайте попробуем восстановить какой-то древний ритм. Ну что, я думаю, хоть какие-то древние ритмы мы сегодня восстановили. О размерах музыкальных инструментов хочу поговорить еще с мастером, который трудится в этом музее, потому что многие музыкальные инструменты, представленные здесь, сделаны им собственноручно. Амантай, здравствуйте. Здравствуйте. Вот стало нам известно за кадром, что этот музыкальный инструмент вы привезли буквально сегодня. Да, вот это кюпсюр на якутском, барабан. И вот его отличие от моих прошлых барабанов в том, что он уже из фанеры, соответственно, он вот легкий, он больше для эстрады, чтобы возить с собой и не было проблем в перемещении. Вот я только хотела спросить, что у него же такое, ну, скажем так, современное оформление, в отличие от того, что если здесь брали вот просто полено, которое спиливали и там выковыривали все внутренности. Бревно, да. Угу. Ваша работа как раз-таки связана непосредственно тем, что вы делаете музыкальные инструменты, и у музея есть несколько интересных проектов, в числе которых и «Топот мамонта». Да, вот мой фонд продвижения культурного наследия Якутии совместно с Музеем музыки и фольклора мы вот в этом году реализовали, то есть в прошлом году реализовали наш проект «Музыкальный марафон «Топот мамонта». Идея проекта нам пришла, вот когда мы вместе с музеем и командой музея, то есть командой кочующего музея, ездили по Золотому кольцу России и показывали программу, где мы рассказывали про народные инструменты Якутии, также учили вот детей вырезать из костей. И вот увидев их реакцию, нам захотелось, чтобы наши дети в нашей республике тоже увидели вот такую же программу.
Дети были поражены или для них это не в новинку, потому что они же все-таки живут здесь? Дети были все равно поражены, так как мастер-класс у нас ведется настоящим инструментом и по настоящей кости. То есть вот профессиональный инструмент, бормашина, который вот практически как у стоматологов, и поэтому работали по кости собственными руками. Это вот первый опыт. И вот ощущали все запахи, и вот понимали, что вот делают что-то серьезное. И самое главное, что делали своими руками. Ну вот вы отметили кочующий музей. Однажды вы были гостем нашей программы, как раз-таки приходили к нам с тем, чтобы рассказать об этом проекте. Вы сами отметили, что ездили по городам Золотого кольца. Чем вам запомнилась эта поездка? Что удивило больше всего? Ну, больше всего вот сами города, насколько вот глубокая история в них. Вот в том же Суздале, сколько храмов мы посетили, их архитектура, как они были сделаны. Вот в целом все города были очень интересные, со своей глубокой историей и вот интересными достопримечательностями. В этом году «Топот Мамонта» где-то будет звучать в уголках нашей республики или, может быть, за ее пределами? Да, в этом году мы планируем посетить несколько улусов с нашим проектом, и вот чтобы дети улусов тоже смогли увидеть нашу программу. Но чаще всего существует такая практика, что, например, там в северные улусы типа Алайховского не добраться, и билеты дорогие, и самолеты редко летают, а зимой так только вот по сезонной дороге. И есть такая практика, когда подключаются по ВКС. Через видеосвязь. Такую вы практикуете или все-таки лучше приехать, чтобы был вот непосредственный контакт? Пока что такое не практикуем. У нас вот в планах именно лично доехать физически и вот провести со всеми программами. Ну что ж, с районами, с улусами республики понятно, а как быть с другими регионами? Ведь, наверное, там тоже есть те, кого привлекает наша культура народа Саха, и не только коренных малочисленных народов Севера. Я думаю, они бы тоже не прочь услышать какой-то мотив «Топота Мамонта». Мы в прошлом году подали заявку на президентский фонд культурных инициатив на поездку на полуостров Крым, где мы будем показывать нашу программу в 6 городах. Ну что ж, что называется, поживем увидим. Искренне хочется пожелать вам удачи. А мы продолжаем наше путешествие здесь по музею. Предлагаю познакомиться еще с национальными настольными играми, потому что, да, действительно, мы знаем о существовании таких вещей, как Хабалок и Хамаска, но, что называется, не ими едины. Я хочу отметить, что, несмотря на такое вот скромное количество квадратных метров, которые представлены здесь в музее, много есть чего на самом деле в экспозициях, и каждый отвечает за свою специализацию. Как раз-таки разобраться в настольных играх мне поможет методист Аэлита. Аэлита, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы уже отметили, помимо экскурсионной программы, у нас также есть настольные игры, уже такой интерактив, которые обожают все наши посетители от старшего поколения до младшего, потому что все-таки это то, что было уже у наших предков, то, как они проводили вот такие зимние вечера. И за счет этого, это же все-таки воспоминания наших бабушек, дедушек, то, как они именно развивались, мелкая моторика очень хорошо работает. Например, Хабалык Хамаска — это все-таки ловкость и усидчивость. А здесь у нас представлены еще разные игры. Хотите попробовать? Да, давайте. Давайте начнем с того, что попроще. А потом перейдем к тому, что уже требует гораздо больших усилий. Так, а давайте мы тогда попробуем посоревноваться в скрутке. Что делаем? Мы именно скручиваем до серединки. Это у нас такой... Вот так вот? Да. Ага. Прошу прощения. Ладно, давайте отходим да, друг от друга чуть-чуть. Мы начинаем на счет 3. Ага, на старт. Внимание, марш. Вот. Тут именно очень хорошо развиваются наши запястья. Да. И такой соревновательный дух Соревновательный просыпается. момент, азарт просыпается. Да. Хорошо. Так, а также у нас есть такая игра, тоже очень хорошая и довольно сложная. Это уже посложнее. Прошу. Это уже у нас айбан. Вы же знаете, что айбан — это зимняя рыбалка. Теперь узнала. Теперь узнали. Смотрите, у нас есть 9 лунок и по 5 фишек. Мы должны попасть. Берем, например, свою фишечку, такую шапочку, подставляем и должны резким движением попасть. И кто все свои 5 успеет занять, тот и победил. Хорошо. А
А как убираем? Вот, резким движением. Ага. Есть, например, вот так. Ну, тут, Это уже, да, посложнее. Это можно вот, отлично. Не все потеряно. Да. Смотрите, это очень хорошее вот занятие уже на семейные вечера, когда вот можно там с бабушкой, с мамой, с братьями, сестрами. Ну, я хочу сказать, что тут в какой-то степени даже глазомер развивается для того, чтобы подрасчитать угол падения деревянной фигурки. Ну Я вот, вас поздравляю с очередной победой. Ага, давайте дальше. Что еще есть Так, у нас в арсенале? уже если к нам подошли прям такая большая группа, например, во время каникул у нас есть такая программа, как «Ура, каникулы» или же «Переменка». Это когда к нам приходит целый класс ребят, это больше 10, например, ребят, и они хотят все попробовать что-то. Для них у нас также есть скрутка уже в виде гончих лошадей. Да, это очень похоже Трое на конные скачки участников, на Исехе. да. 3 участников, и кто первый прискачет, тот и победил. Вы ко мне присоединитесь? Давайте. Так, выбирайте. Ну, давайте, поскольку вы с этой стороны, вы будете за номер 1, а я уже На здесь. старт. Внимание, марш тоже скручиваем. Угу. Слушайте, ну идем ноздря в ноздрю. А вот чем тоньше палочка, тем, кстати, Да. проще дается элемент скручивания. Ну, не всем. Например, у меня видно пальцы не очень. Но у вас зато запястья сильные, потому Да. что с большой Да. палочкой справились. Ага, например. Ура! Поздравляю с первой победой. Да, спасибо. Так, Что у нас еще осталось? у нас еще есть настольный футбол. Прошу, уже с этой стороны можно встать. Давайте мы его чуть-чуть отодвинем. Смотрите, у нас поле разделено на 4 секции. Считайте, что вот та, что ближе к вам, это ваши врата, ваша территория. У нас по 2 мячика деревянных. И на каждый вот, на 3 же у нас разделено, перегородки, по 2 такие отверстия. И мы должны вот наши шары, мячики, заходить в свою, ну, вражескую территорию, скажем так. Например, вот. А, вы загоняете Ага. не как в бильярде, чтобы был Ага, вот точный удар, именно. просто... Мгм. Можно, конечно, тут разными техниками. Я могу просто защищаться, а могу вот... Идти просто в нападение. Ага. И смотрите, они все вот наши 4 мячика бесцветные. Ой. И за счет этого непонятно, кто у кого. Вот, а я только хотела сказать, что, наверное, не помешала бы такая практика, чтобы Нет, сделать... смотрите, зато не так обидно, во-первых, особенно для маленьких, кто еще... кстати, да. Да, и это очень именно, скажем так, показательно, чтобы даже если запутались, можно было понять просто по... Ой, господи, очкам, например. Вот такие все происходит. У нас также тут представлена скрутка для больших компаний. Тут в наборе 5-6. Ребята вот группой стоят и тоже развивают мелкую моторику пальчики. Здорово. Ну, я хочу отметить, что, наверное, с измальства, если развивали наши предки мелкую моторику, то это потом переходило куда-нибудь в то, что якутские наряды, они же так обычно богато расшиты, богато украшены. Это вот то знание? Не только украшения, но и, например, резьба. Да. Те же музыкальные инструменты, они тоже украшаются вот разными символами, узорами. Это очень хорошо именно помогает развить вот эту вот усидчивость, аккуратность, такой трепет к мелочам. Аэлит, спасибо вам большое. Буду тренировать мелкую моторику и буду знать, что все это знание в жизни все-таки пригодится. Мы продолжаем нашу экскурсию по музею, потому что вот хочется отправиться еще во второй зал. Там как раз-таки экспозиция посвящена 3 личностям, сделавшим большой вклад в развитие культуры в нашей республике. На всякий случай напомню, что 2026 год проходит в Якутии под эгидой Года культуры. Оставайтесь с нами. На фотографиях знакомое лицо Александр Парфеневич Самсонов. Мы все его знаем и помним как певца Победы. Его личность тоже отражена в экспозиции Музея фольклора и культуры. Кстати, вот вам вопрос на засыпку. Какие песни певца Победы
помните лично вы, я вспомнила композицию «Пожелтевшие письма». Не помню, сам он ее писал или кто-то помог ему, но исполнил он ее хорошо, до сих пор в голове играет. Это второй зал музея. Здесь, ну, так скажем, 3 столпа, 3 кита. Это и Александр Парфенич Самсонов, и Аиза Петровна Решетникова, о чьей личности мы поговорили. Ну и, конечно, Феврония Алексеевна Баишева. Мария Ильинична, снова присоединяемся к вам. Стоим у концертных платьев. Давайте начнем, наверное, с них, потому что Феврония Алексеевна, она же имела большое отношение к якутской эстраде. Она имела отношение к хору Якутии, потому что она являлась именно первым профессиональным хормейстером Якутии. И вот в прошлом году мы отметили столетие со дня ее рождения. И в стенах нашего музея вот в конце года мы организовали для наших 3 юбиляров экскурсионную программу «3 алмаза, 3 портрета выдающихся деятелей музыкального искусства Якутии». И, конечно, вот здесь мы раскрыли выставку, экспозицию, посвященную Февронии Алексеевне. И она при своей жизни подарила нашему музею, конечно, очень много своих вот концертных платьев и разные вот предметы своего она подарила нашему музею. Но как ее не стало, конечно, ее дочка Татьяна Захаровна Чакпек тоже подарила нашему музею все ее вещи. Вот поэтому в фондах нашего музея хранится более 1000 экспонатов, посвященных Февронии Алексеевне. Которые бережно хранятся. Которые бережно хранятся. И в основном в День музыки 1 октября мы выставляем вот все то, что у нас хранится в музее. Пройдемся немножко, да? Давайте. Это будуар, Да. Это литературная полка. Да, это ее личная библиотека. Наш музей вообще совместно с ней работал над созданием 3 фильмов. Первое — это «Музыкальная жизнь Якутии в годы войны», где она очень хорошо рассказывала, как вообще происходило во время войны, как театр работал, как наши культурные деятели работали, трудились, помогали фронту. А также «Тернистый путь к волшебным звукам» — это о ее жизни и творчестве. И последний фильм, конечно, ее уже не стало, но она нас благословила. Мы вот перед ее смертью на лавочке в парке снимали ее воспоминания о любви ее жизни, о выдающейся музыканте Германе Годовиче Перельштейне. И у нас документальный фильм называется «Эпистолярный роман». Но у любой выставки есть, что называется, своя жемчужина, своя изюминка. У вас есть 3 бриллианта, которые компания «Алроса» присвоила имена в честь вот как раз-таки выдающихся деятелей искусства. Давайте немножечко об этом. В первую очередь, это оригиналы или это копии? Это, конечно, копии, но мы вообще благодарны компании «Алрос» за то, что они поддержали нашу инициативу. И вот их имена присвоены вот таким алмазом. Это наша гордость. На самом-то деле все вот эти алмазы были подарены детям, копии алмазов были подарены детям, семьям вот этих наших 3 деятелей. Но дети, конечно, понимая важность сохранения, увековечивания, они передали нашему музею, фонд нашего музея. Вот поэтому это самое главное тоже украшение и наше достижение по работе увековечивания таких деятелей. Возвращаясь к личности Февронии Алексеевны Баишевой, тут есть много различных почетных грамот. А вот, наверное, это ее самый такой был личный сокровенный уголок. Да. И вот когда в гости мы к ней заходили, вот этот портрет всегда стоял вот на этом серванте. На самом видном месте. На самом видном месте. И она не сразу мне стала рассказывать про этого человека, но потом уже в конце ее жизни она уже раскрылась и рассказала про их любовь. Это Герман Годович Перельштейн. Это великий музыкант, это тоже хоровик, всемирно известный, руководитель всемирно известного хорового
хора мальчиков, Ажио Люкас называется, Дубок называется. Это всемирно известный. И весь эпистолярный роман, все их переписки у нас хранятся, потому что она передала в наш фонд. Пойдемте дальше. Ага. Еще поговорить хочу о личности Александра Парфенча Самсонова. Вот у вас как раз книга неспроста в руках. Его сын Александр Александрович захаживает ведь к вам в музей для того, чтобы что-то рассказать о своем отце, принести, наверное, какие-то еще вещи, которые могли бы послужить экспонатами. Мы так благодарны семье Александра Парфеневича и любимой супруге Галине Ивановне Самсоновой и сыну Сан Санычу и внучке Марии Александровне за то, что они практически весь материал Александра Парфеневича передали в фонд нашего музея. Это мы еще полностью описание еще не сделали, но там больше 1000 материалов все равно у нас. Сейчас вот ведется работа по описанию. И благодаря Александру Парфеневичу в 2021 году у нас зародился проект «Поющий сборник», потому что он к нам обратился с просьбой переиздать его старый сборник на стихи авторов малочисленных народов Севера. И мы, вот именно у нас зародился вот такой проект, где и текст, и ноты, и в исполнении самого Парфеневича в QR-кодах, ну, все внесено в сборник. Вот поэтому благодаря вот этой встрече, благодаря вот этому проекту ежегодно мы стали выпускать на стихи авторов малочисленных народов Севера, на мелодии, вот такие замечательные сборники. Я думаю, что наша встреча с вами тоже сегодня не случайная. Напоследок хочу спросить о планах на 2026. Какие проекты будут реализованы в самое ближайшее время? Снова стану хвалиться тем, что в конце 2025 года мы стали победителями гранта главы. У нас 2 проекта выиграли, стали победителями. Это первый кочующий музей детям Якутии. В этом году у нас в планах объездить 14 улусов нашей республики и охватить нашими культурными мероприятиями более 14 детей и молодежи. И в стенах нашего музея будет открыта школа Кырымпы Кылдархана. И как раз сегодня для вас сыграла наш музыкальный руководитель Мечей Матвеева. Она будет музыкальным руководителем вот этой школы Кырымпы. На струнных музыкальных инструментах будут обучаться 30 детей и молодежи. Мы у мастеров уже заказали 30 инструментов. Это в рамках вот этого проекта. Ну что ж, большое спасибо вам за гостеприимство. И хочется пожелать успешной реализации всех проектов. Я на этом вас оставлю. Спасибо огромное. Обязательно ждем еще раз. Спасибо за приглашение. Ну что ж, на этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами была Надежда Саханская. Смотрите нас по будням. В 19:15 расскажем обо всем в деталях.